Абри аҭыԥаала ҭагалан анҵәамҭазы аҩнызқьи жәашықәсазы ҳалагеит апроект независимость аԥсуа телехәаԥшрала шәырбара. Иара адырраҭара аидеиа аԥшьызгаз афонд ҿыцтәи ауахәама ахылаԥшҩы аб Давид иоуп. Аԥсуа телехәаԥшра анапхгарагьы адгалара арҭеит ари аидеиа. Уаҩы наркотик ахьааиҵазон уи ихараӡам. Изхароу иаазго, изҭиуа, ирызҭо. И авария зыхьӡа аԥсуа ихьызи передозер ҳахәот ас по блатному. Не то они сделали, это не сделали, изакәи не то захьӡи, уи ҟаҵатәума, уи изакәи аӡәы ихәаны ҳас исмаҳацт. Сегодня, если меня это не касается, если у меня это не означает, что это меня не может завтра коснуться. Невозможно богатому человеку своего ребенка оградить на улице от наркоманов, если только он будет заниматься им. Поэтому прежде чем строить забор и дом, подумай и о сообществе, которое находится на улице. Это называется социум. Что же касается тех ожиданий, которые я вначале имел, и то, что я могу сейчас сказать, не совсем вижу то, чего бы я хотел видеть. Почему? Потому что до сих пор в Абхазии не существует движения против наркомании. При том, что наркомания сегодня является очень серьезной проблемой для нашей страны, для нашего народа прежде всего, для будущего нашего народа, я не вижу полноценного осознания этой проблемы ни со стороны власти государства, ни со стороны простых людей. Может быть, в этом заключается отношение наших людей к самим себе. Может быть, здесь есть какие-то религиозные, философские, духовные корни, которые в таком состоянии позволяют нам оставаться, не понимая угрозы для будущего нашего народа и нашей страны. Я еще раз хочу повторить то, что наркомания является самым легким путем уничтожения народа. И сегодня, на протяжении стольких лет, я являюсь очевидцем того, как уничтожается народ, которому я принадлежу по крови. А наркомания проблема зымдыруа Аԥсны дыҟаӡам, аха иаартны алацәажәара зҭаху зынӡа имаҷуп. Уи иақәшәахьоу, апроблема зхызгахьоу рҭоурыхқәа рыда адырраҭара аҟаҵара аҵак амамызт. Ус еиԥш иҟоу ауаа рыԥшаара ҳара ҳзы зегь реиҳа иуадаҩыз ак акәын. Не могу сказать, зачем и почему. Наверное, пытался быть похожим на других людей, на старших. Давай попробуй. Вот это первое попробуй, самое опасное. Да я уже не смог находить деньги, я начал совершать преступления. Мой мозг, он зависимый. И он знает, что я могу употребить, и мне ничего не будет болеть. Ни мои близкие друзья, ни мои родители, никто не знал. Я сам в этом признался. Меня могли бы и найти мертвым вот здесь, да? В каком аду побывала я, это не дай бог никому увидеть. Я начала сразу с тяжелых наркотиков, это был героин, то есть я принимала внутривенно. Я месяц не приходил в себя, был 66 килограмм весил, сокрушенный. Ты открыл глаза, у тебя главная цель какая? Найти деньги. У тебя есть цель. В моей жизни все стало настолько больно и плохо, что я почувствовал, что почему бы что-то не начать менять. Живу спокойно, я живу хорошо, только тогда, когда трезвый он. Многие люди, которые встречались, мне на моем пути жизненном, обычно преследуют какие-то свои цели, вот просто помочь людям бескорыстно, как громкие лозунги, за родину, за здоровье нации, для меня они уже утратили вот эту силу, и я перестал верить людям, потому что смотрим на нашу жизнь и видим, как вот это происходит. И было, конечно, недоверие, что для чего-то вам это нужно, и что вы не просто болеете за людей, за молодежь, за эту проблему, а какой-то у вас корыстный интерес. Вот. Но с другой стороны, конечно, хотелось верить людям. Поэтому как-то решили попробовать с вами посотрудничать, пообщаться. И все знают об этой боли, об этих страданиях. Мало кто об этом говорит, поэтому когда мы видим это с экрана от таких же людей, простых обычных людей, не сухие сводки, в
какой-то знаменитой нашей передаче, что там был задержан, а от свидетельства не отказался, а за каждым же человеком стоит какая-то история, какая-то жизнь. Вот вы их показываете, и мы узнаем кого-то. И что люди, которые там, вот есть же такие истории, а вот у моего дяди двоюродный брат, он кололся 20 лет, и тут сказал: все, хватит, я не колюсь, и вот он не колется. Мы почему-то такие истории слышим. Мы не слышим 99 человек, которые были до него, которые умерли. Ари афырхаҵа раԥхьатәи ҳдырраҭарақәа рҿы дышәҳарбон. Иара усҟан ҩышықәса раахыс анаркотикқәа каишьхьан. Иахьа иара иԥсҭазаара ҭышәантәалеит, иҭаацәеи иареи еицуп. Ари аамҭа иалагӡаны дзыхьӡаз атәы далацәажәеит. Еиҳаракӡыргәырӷьо, ихәыҷқәа рызҳара дахьалахәо ауп. Ҳапроект асоциалтә ҟазшьа амоуп. Ари арԥыс ихигаз ашьцылара бааԥсы aanажьра ахьеилшаз. Егьырҭ анаркотикқәа здызкыло рзы иҿырԥшыгоуп. Иҟалап, даҽаӡәы иара дихәаԥшны уи ачымазара аиааиразы алшарақәа инаҭар. 3 года уже как бы чуть срок, вот эти все чудеса, да, трезвой жизни, они произошли там первый там год. Ты просыпаешься утром, и тебе не надо ничего искать. Ты себя хорошо чувствуешь. Ты можешь кушать и спать, и ходить, и чистить зубы. Ну, это для тех, кто понимает, это счастье. Действительно счастье. Ну, потом к этому привыкаешь, потом пришло там доверие родных, близких, там, мама там поплакала 1-2 раза уже от радости, я никогда этого не видел, и это меня зарядило, там, буквально полгода там об этом помнил. Ну, вот эти вот бурные все события, они как-то вот так устаканились, оформились, да, в какое-то такое нечто ровное, и вот такая вот жизнь. Очень скучная, но я очень ей доволен, то есть, ну, приключений мне уже, наверное, хватило. Вспоминаю, да, там те вещи, которые там происходили со мной. Мне кажется, это было не со мной. И вот это очень, очень страшно. Если мы об этом начинаем забывать, то мы можем к этому вернуться. Поэтому мы ходим каждый день на группы. Лично я. На первом месте для меня достижение. Я открываю калитку, и дети бегут ко мне, кричат: папа. А раньше они вот так выглядывали, из-за угла смотрели: папа шатается, трезвый пришел или нет. Ну, для меня, наверное, вот это самое большое достижение. Зегь реиҳа ицәгьаз усын раԥхьатәи аҭыжьымҭақәа реиқәыршәара. Аинформациа аиураҿгьы имаҷӡамызт ауадаҩрақәа. Уи адагьы иҭаҳхуа афырхацәа рыгәрагара ахьҳауаз аҵак ду аман ҳара ҳзы. У меня большой стаж употребления. Я не видел ни одного наркомана, ну, я имею в виду наркомана, да, который не хотел бы бросить употреблять. И все те люди, которые, ну, вот с которыми я общаюсь, кто действительно хочет бросить, и они считают это злом, и ничего с этим поделать не могут. И если хоть одна, да, человеческая жизнь будет там спасена вашей передачей, там, моим опытом, нашим опытом, то я думаю, ну, это не зря. Ну, человеку можно помочь, если он хочет, чтобы ему помогли. Это, ну, начнем, наверное, с этого. И это война, лично мое мнение. И с войны возвращаются не все. Наркотик ждет всегда тебя. Опять тут же твое мышление, твою психику, как ты ее выработаешь, включишь ее, хорошо будет. За дураком надо быть никаким. Ари афырхаҵа ҽыхәшәтәрамҩа данымҵӡеит. Иахьа иҭаацәа дрыланхоит. Ақыҭанхамҩа ус инапы алакуп. Ашьцылара бааԥсы аанижьеижьҭеи аамҭа рацәаны имцазаргьы игәабзиара уи ианыԥшит. Ацхыраара зҭаху зегьы срыдгылоит, иҳәоит иара. Аха иазгәеиҭоит, аӡәы иҭоурых даҽаӡәы ианихо, ауаҩы ихаҭа аҽыхәшәтәра аниҭаху ауп. Ҳдырраҭарақәа рҿы уаанӡа ҳзыҿцәажәоз, уажәы ижәбо ауаҩы ашьцылара бааԥсы аанижьеижьҭеи иусура ԥхьаҟа ицо иалагеит. Иахьа иара ихы аныҟәгара адагьы иҭаацәа дрыцхрааратәы дыҟоуп. Иусура акурорт иадҳәылоуп, уи алҵшәақәагьы иара инапаҿы иҟоуп. Первый год мы работали вдвоем с другом, потом у нас организовался третий наш партнер, который заключил контракт с российской фирмой, и мы вот этим занимаемся. То есть я нормально зарабатываю, ну, и если я употреблять начну, то я автоматически туда вылетаю. Да, то есть это есть. Все прям очень хорошо. И началось, сезон начинается, мы развиваемся, фирма развивается. Теперь я как бы, если продавал сам, теперь я уже этим не занимаюсь. Занимаются сотрудники, которых стало на несколько человек больше. Команда очень хорошая, из моих бывших друзей.
Иахьа иара анаркотикқәа идикылаӡом, иџьбароу арыжәтәқәагьы дырцәыхароуп. Аха еснагь иҟоуп ашәарҭара, инижьыз дазыхынҳәыр алшоит. Есыҽны ухы аус адуулазароуп, уи ада ачымазара узаиааиӡом, иҳәоит ҳфырхаҵа. Иахьа иара игәҭакқәа ируакуп Аԥсны анҭыҵ, аныҟәара, егьырҭ атәылақәа рбара. Шықәсқәак раԥхьа уи ихаҿгьы иааиуамызт. Ашьцылара бааԥсы ааныжьны зегьы иаразнак ибзиахоит уҳәар иашам, аамҭа узырхынҳәуам. Дызҿыз иахҟьаны иԥшәмеи иареи еилыҵит, уажәы уи иҟалаз ибзианы дазхәыцит. Аха иҭаацәа ҿыц реидкылара иламшеит. Ус акәзаргьы ари иара изы иԥышәоуп, иԥсҭазаарагьы хәыҷы-хәыҷла иҭышәынтәалоит ҳәа дазхәыцуеит ԥхьаҟатәи иԥеиԥш. Бог, он как-то так распоряжается, раз, и что-то сейчас совершенно неожиданно. Появилась девушка, я понимаю, что, да, ей насколько сложно, и для меня это становится каким-то откровением. Это все неожиданно. Она знает мои проблемы, да, она знает, куда я хожу, она знает, да, там, все обо мне, я как бы перед ней не скрываю ничего. Я научился водить машину, мне 37 лет скоро будет. Я вот впервые, 2 месяца назад, 3 месяца назад, фирма, на которой я работаю, мы купили машину как бы себе для работы. Права у меня там были с 2000 года, с 10 лет уже как просроченные. Поехал, сделал права и научился ездить. Очень по этому поводу переживал, паниковал. Со стороны, как бы, мне вообще казалось, что это прям невозможно. Я вот панически боялся вот этих вещей. И сейчас вроде потихоньку 2-3 месяца учусь, езжу. В этом проекте, который мы с вами создали, в первую очередь подчеркивалось то, что мы должны осознать опасность наркомании и попытаться бороться с ней на разных уровнях. На государственном уровне, на общественном уровне, на уровне церкви. К сожалению, я не могу сказать, что мы за 8 месяцев увидели отклик от всех вышеперечисленных сторон на 100%. Что касается церкви, кроме Новоафонского монастыря, проблема наркомании не волнует тех, кто называет себя Абхазской православной церковью. Потому что даже за эти 8 месяцев я не увидел ни поддержки, ни солидарности в том, чтобы участвовать в этом проекте и вообще проповедовать в любом храме на территории Абхазии о том, что наркомания – это зло. Что же касается других институтов общественных и государственных, то в какой-то мере, конечно, мы с вами проводили круглый стол, обсуждали эти вопросы. Представители власти и общественных движений присутствовали на этих обсуждениях, но тем не менее серьезных сдвигов в отношении политики против наркомании мы не видим. Ужесточение законов – это хороший метод. Но мне больше хотелось бы видеть реального воздействия на саму проблематику наркомании в том, что будет сделано для тех, кто уже употребляет наркотики, для тех людей, которые являются зависимыми. Я был готов уже попробовать тяжелые инъекционные, чтобы отойти от того препарата. Хоть я и употреблял этот лекарственный препарат, но для меня инъекционные и тяжелые наркотики это было как будто вот что-то в космосе. Но наступил такой момент, когда я там обратился к человеку и сказал: слушай, ты где берешь? Да, он говорит: а что? Я говорю: давай возьмем, я тоже хочу. И вот слава Богу, что эти злосчастные закладки не нашли. Вот, и я не попробовал. И благодарен судьбе, что сегодня я остаюсь чистым, и жизнь меняется, и все вокруг меня становится хорошо. Ҳдырраҭарақәа рҿы ижәбахьаз ари арԥыс ажәабжь бзиа ҳзеиҭеиҳәеит. Кыраамҭа дзызгәышьуаз ахшара дизыԥшуп. Уи еиҳау насыԥгьы иара изы ишыҟам убоит. Ани аби рзы ахәыҷқәа рааӡара аасҭа еиҳау гәырӷьара ыҟам. Раԥхьатәи ашьаҿа, раԥхьатәи ажәа. Уи аамҭа анаркотикқәа здызкало ирымбаӡакәа ииасуеит. Иахьа ари арԥыс ихәыҷқәа рааигәара дыҟоуп, ибоит урҭ ишрыцҳауа. Иаԥхьаҟатәи ихәыцрақәагьы дара ирыдҳәалоуп. Последний проект
акыс иҟоу нас џьара аӡәы иахьатәи аамҭа абриза ҭагылазаашьа иҭагылоу нас дыҷкәынума аӡаӷәцәагь дааоуп ҽырԥшыгас срыманы аларц нас убригь сҭахуп избанзар ҳтәқәа нас аԥсацәа усгьы ҳмаҷуп ԥыҭҩы ақааӡам ҳахәшә ҳаннарҵәеит ҳаз зегьы иахьатәи аамҭа ҽакала схәыцуеит сҭаацәак рызларҿасҵари схәыҷқәа крымыхьындаз аӡәы ицәамхан иҟаламындаз ҳныбысуп сзызхәыцуа иахьатәи аамҭа ашьыжь нас санааԥшу сыԥҳа сканак дааиуеит нас папа лҳәоит ужәоуп нас папа ҳәара даналага убри ансаҳалак не то что ахәшә акәым акгьы сҭаххаӡом сҭаацәа ԥсуа уаҳагьы Шықәсыки бжаки ареабилитациа дахысуан иара. Ауадаҩрақәагьы маҷӡамызт уи имҩаҿы. Уажәы ԥхыӡ бааԥсы ибоит дызлаз зегьы. Уажә саауеит сҳәон ҩымш сааӡамызт, хымш сааӡамызт, ԥшьымш сааӡамызт, сон саауан махшәачаагьы инахь-арахь уи сашьҭан убри ахәшә. Ҩышь санааҟ схәыцрагь ҽакала салагеит. Реабилитациа сахысхьан шықәсык саан Национальный антинаркотический союз, сцеит сааит. Санагьы сымшьызеит даҽазныкгьы срыв ахьӡуп. Ҽазнык салагеит ахәшә аҵара, нас аԥхьаԥхьа сыҵхаа сҩызагьы иҭасыҵхааит. Уажәы ҳзыҿцәажәо анаркотикқәа аанижьижьҭеи аусурҭа иԥшааит. Ишьапы дықәгылар иҭахуп. Аха уи иаанагаӡом зегьы маншәалоуп ҳәа. Еснагь ихы аус адиулоит. Дыԥсуеит ҳәа изныкымкәа згәы иаанагахьаз иҭаацәа иахьа иеигәырӷьоит. Хәыҷы-хәыҷла игәра агарагьы иалагеит. Уи иара изы иаҵанакуа рацәоуп. Имчқәа ирыцнаҵоит, ичымазара иааирагьы илнаршоит. Алшара бзианцәа иҭааит иахьатәи аамҭа абриза нас аҭагылазаашьа аниаҟо ахәшә азо иманшәалахаат иахьынӡа сылшо нас срыхәот нас сыздыруагьы ауп нас аҷкәынцәа заслак абриза проблема нас ана наркологиа ангьы ҳнеиуеит егьиуеит аҷкәынцәагьы нас егьи анышьа ҳрацәаҩалоит егьиуеит нас аха номер исылшо ҟасҵоит иахьынӡа сылшо срыхәот ҭакқәак сымоуп иаасо егьиуаҳа схәыҷқәа ирыдҳалоуп конечно схәыҷқәа сҭаацәа сҩызцәагьы сас маншәалахар сҩызцәагь маншәалахоит нас сыцхыраауагь ҟалоит џьара санцо сасуеит нас абрахь сцо саауеит сҳәоит уажәтәи нас агәрагара цәырҵуагь иалагоит хәыҷы ицәгьоуп аха все равно ацәырҵра иалагоит хәыҷы-хәыҷла уажәтәи аамҭа асигарета акагьы сахаӡом избанзар нас асигаретҵәҟьа уигь сахаӡомызт убри заҵәык сызкамыжьит убри единственная проблема сисымоуп асигаретоуп аха уигь нас ҳаԥхьа икасыжьуазар акәхап. Тяжело не замечать, как живет молодежь. Мало кто интересуется спортом, мало кто интересуется здоровым образом жизни. И доступ к наркотикам существует. Издызкыло ауаҩы убри еиԥш ахәыцра имоуа абас еиԥш аусқәа мҩаԥгатәуп. Очень много детей, которые могут таких же высот, таких же успехов достичь, просто надо им чуть-чуть помочь. Если говорить вот о селах, деревнях, хотя бы выделить транспорт в неделю 2-3 раза, хотя бы, чтобы детей возили в спортшколу, чтобы они могли заниматься спортом. Молодежь как раз-таки прекрасно мотивирована, и они знают, чего хотят. Просто это никому не нужно, и у них нет возможности реализоваться. Одна из задач была просто как-то занять себя и начать что-то делать. То есть не увязнуть в вот этой рутине, в скуке. Открывается много дверей, когда ты смотришь на мир с трезвой стороны. Мы все уже подготовили даже кадры из своих лагерей, которые, в принципе, придут к нам и в следующем станут офицерами для нашей страны. Ҳапроект аҩныҵҟа анаркотикқәа ириааихьоу рҭоурыхқәа рыдагьы ҳара ҳрылацәажәон ари апроблема аӡбара зыхра злоу ажәалагалақәа. Иаҳҳәап апрофилактиказы иҟаҵатәым. Зависит от вашего внимания, от того, как вы себя настроите. Иара убас ашьцылара бааԥсы змоу рыхәшәтәра азҵаатәы. Уи аганахьала инарҭбааны ҳалацәажәеит Иԥшьоу аметрополиа ареабилитациатә центр апроект.
Есть какие-то отдельные там, допустим, проекты еще где-то на территории Абхазии такой центр сделать, но мы же ведь понимаем, что нужно будет строить новое здание или же какое-то другое здание привести в порядок, чтобы там создать всю инфраструктуру. Отец Дорофей предложил в рамках скита святого Иоанна Крестителя в селе Анхуа сделать этот реабилитационный центр. Но где отклик со стороны государства? В лице Министерства здравоохранения. Даже после того, как это было озвучено, у нас нет взаимодействия. Почему такое игнорирование данной серьезной тематики? Потому что никто никому не нужен? Неужели так? Нам, церкви, дорога каждая душа, каждого веренного нам Богом брата и сестры, живущих на территории этой страны, которая является нашей Родиной. Ну а что же по отношению к тем, кто имеет для этого возможности, являясь государственными учреждениями? А реабилитация центр Артраджа зигреха иодаю, а финанско рыбшара асцара ауп. Мы из тех средств, которые собираются в монастыре в качестве пожертвований и так далее, да, мы готовы потратить определенную часть этих средств для того, чтобы привести этот проект в исполнение. Священная митрополия Абхазии предоставляет ежегодный отчет о всех своих действиях в Министерство юстиции Абхазии. Но другие лица, которые претендуют на власть в монастыре и пользование монастырем, ссылаясь на постановление правительства, вообще когда-нибудь какой-то отчет предоставляли людям, проживающим в Абхазии? За какую-то копейку отчитывались? Какие-то налоги когда-нибудь государству платили? И каким образом помогают простым жителям Абхазии, многодетным детям и так далее? Меня некоторые лица в рясах упрекают в том, что мы оказываем благотворительность людям. И причем говорят, вы это делаете за счет монастыря. Безусловно. А за чей счет мы должны это делать? Но находясь в монастыре, мы распоряжаемся теми пожертвованиями, которые приходят в монастырь, для того, чтобы они поступали во благо людям. И в том числе на проект по борьбе с наркоманией. И для того, чтобы одеть и накормить тех, кто нуждается в этом. И в том числе, чтобы сделать скит святого Иоанна Крестителя в селе Анхуа реабилитационным центром для наших зависимых граждан Абхазии, чтобы они смогли получить там необходимое лечение и необходимое внимание. И даже в этом нам сегодня пытаются своим сапогом надавить на горло и помешать. Вот я и остаюсь с недоумением. А что будет дальше? Ирачаю письмо за проекта Тахонха. Аха ихон язгуасту за тема водаю пьера абхуски илтумха. Аха апепш хасхуцузер ихадзу ачар. А наркомания тема яртна яла чужутуб. Анауски.